Я горд тем, что я родился в семье жалаиров и продолжаю их род. Всем привет, меня зовут Сагынжан, Сулужуза я. Улужуздың ішінде мен жалаирмын, жалаирдың ішінде мен мырзаның ішінде аппақпын. Так что я тот самый, да, один из древних родов, проживающих на территории Казахстана и бывшей Монголии. Жалаиры — это одни из самых древних тюркских монгольских племен, которые проживали ранее на территории Монголии, на озере, кажется, оно называется, где 8 племен образовалось монгольских. Там мы проживали. Во время нашествия Чингисхана мы присоединились к нему, то есть мы были одними из тех, кто возглавлял войско. По моим сведениям и по рассказам, да, по рассказам, жалаиры, они были всегда воинственным народом, гордым и, как сказать, и возглавляли войско, вот, тысячники в основном. Левое крыло, которое направлялось на территорию Китая, на территории Ирана, Ирака, Афганистана и так далее, Персии, возглавляли в основном жалаиры. То есть они были приближенными к Чингисхану. Один из самых известных представителей — это Мукали Найон. То есть он был предводителем войск левого крыла. В основном, да, как я говорил ранее, жалаиры были приближенными к Чингисхану. Вот воспитателем, да, воспитателем одного из сыновей Чингисхана, Угидея в частности, был жалаир. Я забыл, к сожалению, его имя. Также известен Хадыр-Гали Жалаири, Джамиат Таварих. Все знают об этом, да, он был из рода жалаир. Какие стереотипы? Ну вот то, что мы воинственные, скорее всего, да, потому что мы одни из самых многочисленных племен, проживающих на территории Семиречья древних времен. И что еще могу сказать? То, что мы гордый народ, честно. Вот что меня иногда бесит, как гордых жалаиров. Но в принципе мы ничем, да, не отличаемся от других племен. Мы такие же узкоглазые, мы такие же, не знаю, казахоязычные, мы такие же русскоязычные. Мы также мыслим, так что я не отделяю, да, эти племена. Жалаиры — это воинственный рух. Воинственные, да. Так как мы воевали, да, прям в стане, начинали со стана, вот на территории Монголии, нынешней Монголии, здесь, да, покажу. На территории нынешней Монголии мы сформировались как тумены, огромное войско, да, тысячники, десятитысячники и так далее. И пошли на территорию Китая вниз воевать, чисто жалаиры, да. Ну, они еще гордые. Гордые. Гордые, может быть, для некоторых людей, которые нам по уровню не соответствуют. Мы гордые, да, с самых древних времен. И это продолжается, в нашей крови есть что-то, да, что подталкивает постоянно, да, делать ли такое лицо, чтобы с нами не общались. Но на самом деле мы открытые очень. Очень открытые, просто нужно по-своему объяснить. Ну, если посмотреть на историю, то жалаиры пришли с территории Монголии, и значит, монгол равно жалаир. По идее, да. Но мы пришли до становления казахского ханства. То есть это в каком веке было? Это до становления, это было в начале вот 13-14, а в 15 веке сформировалось казахское ханство. То есть мы были одними из тех, да, из самых крупных многочисленных племен, которые соединились и вот образовали казахское ханство. Но это сложный вопрос. Сложный вопрос. Ну, многие сейчас, смотрите, многие роды сами делятся между собой, да, скажем, там, жалаир, найман, аргын-уйсуны, канги и так далее. И там и западные племена, да, которые проживают на территории Актау, Мангостау и так далее. Они сейчас между собой, да, делят территорию, типа, блин, Запад принадлежит нам, типа, а Юго-Восток, там, например, жалаир, дулаты, канги, уйсуны и так далее. И центр, да, типа, это чисто центр, Восток, это более, типа, найман. Вот этого только не понимаю, честно. Это деление, оно мешает именно сплоченности единого государства, так как мы уже сказали то, что мы государство сформировали государственность, типа, и нужно это как-то, не знаю, из-за этого просто бывает много споров. И я против этого на самом деле, потому что мы казахи, мы как современный народ, да, со своим бытом, своими сложившимися уже обычаями, мы уже как бы должны преодолеть это, потому что это было в прошлом, а что в прошлом мы помним, а что в будущем мы идем, да, к будущему. Новых стереотипах о своем РУ я не услышал. Подписывайтесь на канал, все как есть. Ставьте лайки. Мы с вами.